147. На приеме. Машинку, лицо можно? Слушаю. Полная грязь, Полоновский. Какие волне? Калининский район. Ты откроешь шлагбаум. 228, 382. Это один, сделай, пожалуйста. Да, алло. Капитан Лавров, вам будет интересно взглянуть на то, что попало к нам в руки. А кто это? Никаких вопросов. И не нужно хвататься за пистолет. Мы его с собой в магазин не брали. Подойдите к машине и без глупостей. Как? Как я тебя разыграл, Лавров? Серега! Серега, ну чего ты? Мозги у тебя Ну, есть это или же нет вообще, смешно. а? Капитан Лавров, и без глупости. Ну подожди, Серег, подожди. Да ну тебе... Во! Ну подожди ты! Серега, подожди! Ну смешно Ну что? же! Ты зацени! Какой красавицу я приобрел! Ты Ну да! машину купил? Ну поехали покатаемся, поехали! Иди сюда, иди сюда! Садись за руль! Не, подожди, я... Нет, садись за руль, я сказал! Держи. Посмотришь, какая машина! Сейчас как дал бы. Ну давай, садись! Да аккуратнее! Ай. Ну, Серега! Слушай, ну это... Да. Ну как? Да, Это да. полный электропакет. Серег, подогрев сидений. Кайфово! Что Да. такое? Что такое? Черт, пуговицу оторвал. Пора тебе жениться, Лавров, тогда не Видишь, будут она там- пуговицы отваливаться. Ладно, потом найдем. Слушай, давай, поехали. Только аккуратно. Коля, Поехали. ты меня знаешь. О, какой салончик, а? Хоть всю семью посади. И тебя в придачу, и на рыбалку. Я всегда об этом мечтал. Ну и во сколько тебе эта мечта обошлась? Не поверишь, я своего Форда одному лоху спихнул. Ну и 20-ку еще добавил. И фа-фа-фа, фа-фа-фа, фа-фа. Так вот ты для чего у болта деньги-то занимал. Да, Люшка тебе даст, фа-фа-фа. Не даст. А я все по чесноку сделал. Ту семерочку, что я занял на тачку, штучку ей на подарок. Ну и кубышку раскупорил. Коля, ты раскупорил кубышку? Честно. Я тут фильм документальный посмотрел про 2012 год. Не видел? Не. Ага. Вроде конец света будет. Нехрен бабло копить, жить надо. О, тут скоро сейчас ювелирка за углом. Вон. Куда? Ага. Направо? Хорошая тачка. Не лезет. Симпатичная. Как вы сказали, не фертите? Да. Да. Серега, а как тебе подарочек к Новому году? Ну? Коля, Что а с чё тобой? это твои машины фары загорелись? Моя машина! Черт, моя пуговица! Куда? Подожди ты! Товар. Мне машину угнали! Товар верните. Да, Да, кольцо. Подожди ты! Сейчас, секундочку. Да не снимается ни черта! Коля, надо его позвонять. Черт, ну у нас там машину на, угнали. держи твой товар! Извините. Коля, давай быстрее. Серега, что будем делать, а? Не уйдет. Коля, быстро погнали. Алло, Зиночка, это Лавров. Да, который всегда с проблемами. Нет, проблемы сейчас не у меня. У Зимина машину угнали. Да, объявляй перехват. Пиши, Lexus черного цвета. Номер, Коля, какой у тебя номер? П-806 ОС! П-806 ОС. Подожди. Ты с ума сошел? Коля, садись быстро. Это даже не наше Да? отделение! А нечего оставлять госсобственность без присмотра. Стой!
поехать? Не знаю, меня как затупило. Может, из города? Нет, Коль, не такие они дураки. Я думаю, они поехали в спальный район отстаиваться. Да? А ты уверен? Нет. А у тебя есть другие варианты? Фух, аж спотел. О, не он это, смотри. Вот, Коля, а вот и твоя машина. Lexus RX 300. Черного цвета. Немедленно прижмитесь к обочине и остановитесь. Повторяю, Lexus RX 300. Немедленно прижмитесь к обочине и остановитесь. Lexus RX 300, остановитесь. Ну что ты будешь делать? А все-таки хорошо идет моя ласточка. Это в смысле хрен догоним? Типун тебе на тормози! Lexus RX 300 черного цвета! Немедленно прижмитесь к обочине и остановитесь! Ну-ка, подержи-ка руль. Ты что, Лавров? Это же моя машина! Я по колесам, Коля. Страховку получишь. Я сделать страховку собирался завтра утром. Это плохо. Придется брать ласково. Ой! Только не через мостик! А, нет! Коля, держи руль. Хочешь по набережной объехать? Не дрейф, Коля. Через 5 минут наши их примут. Да ты! Вот попал. Порт отдал. Машину ремонтировать. Болту долг отдавать. Люшка убьет меня. Все. Передка точно нет. Доездились. Сейчас я их пристрелю. Может, уже и стрелять некого. Коля, а ведь это не твоя машина. Ну как не моя? Ты на номер смотри. Точно не моя. Черт. Ну и слава богу. А я уж думал. Ты черт. Живы? Живы. Да. Травмы есть? Нет, все нормально. Почему не остановились? Да я у папы тачку без разрешения взял. Хотел Машу покатать. Машу. Сами выбраться сможете? Да, выберемся. А, ясно. А то вот к вам уже сюда делегация едет. Будет очень много вопросов. К папе тоже. Коль, ты что насупился-то, а? А что мне радоваться? Что не мою машину разбили, так мою-то угнали. Серега, прости, но я вынужден буду брать взятку. Ну ладно, найду я твою машину, не будешь ты брать. Да эти найдешь взятки, ты, да? ага. Давай так, я нахожу машину, а ты подписываешь контракт еще на 2 года. Договорились? Договорились, давай. Заметно. Таким образом, угнанные автомашины уходят туда же, откуда приходят наркотики – Афганистан. И по тем же самым тропинкам Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, который является центром частного реэкспорта автомобилей в Центральной Азии. Они на первом месте по количеству автомобилей на душу населения. А где гарантия, что Зимина машина пошла туда? По нашим данным, машина была угнана бандой авторитета по кличке Заяц. Потом она была перепродана банде Короля. Ага. Те делают перебивку, учет и отправку. Обычно это Кыргызстан. Я думаю, что это действительно Кыргызстан. 100%. Вот смотри, товарищ полковник, вот копия документа, что ПТС на машину Зимина был утерян. Пожалуйста. Ну? Вот копия ПТС. А вот фотография машины в тот момент, когда она пересекала границу Кыргызстана. Ага. А откуда у вас все это? А, ну да, глупый вопрос. Смотрите, шанс, конечно, найти Колину машину невелики. Но если мы окажемся в Кыргызстане в течение 2-3 дней и хорошенько там поработаем, то, я думаю, товарищ полковник, возможно, мы ее и найдем. Мы уже отправили запрос киргизским коллегам. Будем надеяться, что машину Зимина найдут. Товарищ полковник, если поиском машины не будет заниматься заинтересованная сторона, этим никто заниматься не будет. Я, между прочим, тоже заинтересованная сторона. И ты знаешь почему? Растяпа. Так что ты мне прикажешь? Что, отделение бросить? Или, может быть, вон, оголить посты, а тебя послать в Киргизию, да? Нет, товарищ полковник, Зимин, он один не справится. А вдвоем вы справитесь, да? Ну, конечно. Нет уж, Лавров. Я знаю.
Что вы там будете делать? Вы там не машины Зимина искать будете. Вы там за Усамом Бен Ладеном будете гоняться. Ну ладно, товарищ полковник. Бороться с этим самым... С международным терроризмом? Вот. Да ну, Тем что, более, зачем вон, он нам нужен? у нас уже и люди есть, специально Не, обученные. я не могу, я на больничном. У меня флюс спадет, мне еще 4 нерва удалять. Отработнички. Ваше счастье, что Россия, силовики России с Киргизией, они подписались об этом самом... О взаимопомощи, товарищ полковник. Вот, да, в раскрытии всякого рода злодеяний. Это они должны просто заниматься по запросу поисками. Тихо. Мы не уголовный розыск. Мы дорожно-патрульная служба. Все. Свободны, да. Спасибо, майор. Уважаемые дамы и господа, наш самолет следует заданным курсом со скоростью... Жарко. Я думал, не успеем. Вот сколько тебя знаю, Лавров, удивляюсь твоим способностям. Ну как тебе удалось уговорить болта, непонятно. Коль, если честно, я его не уговаривал. Что случилось? Все нормально? Все хорошо. Все нормально. Пожалуйста. Чего его уговаривать? У нас 3 дня отгулов, а я для поддержки в Киргизию факс отправил. Какой еще факс? А сколько лететь? Около 4 часов. Спасибо. Согласно договору о взаимопомощи, к вам направляются сотрудники специального отдела МВД России, капитан Лавров и Зимин. Ты, как всегда, в своем репертуаре. А если болт пронюхает, а? Не дрейф, Коль, не пронюхает. На лучше познакомься с Кыргызстаном. О, Спасибо. Не за что. деликатесы киргизской кухни. Вот, совсем другое настроение. Пошли. Здравствуйте, инспектор ДПС, младший сержант милиции Адисова. Пожалуйста, предъявите ваши документы. Ой, что случилось, красавица? Ой, какие красивые ножки, а? Документы, я сказала. Эй, я не понял. Эй, ты чё? Сейчас свои ножки мне на плечи прям в машине будешь закидывать. Эй! Блин, я сейчас вас обеих отымею. Ну как тебе наши ножки? Слабо. Мои друзья рассказывали, что бешбармак – бесподобное блюдо. О! И подают его самым дорогим гостям. Урмат Караев, спецкор комсомолки. Очень приятно. Сергей Лавров. Николай Зимин, можно просто Николай? Да. Неужели я тогда сижу с героями, о которых так много писала наша газета? Да, с теми самыми. Но только не все, что писала ваша газета, было на самом деле. Ну, сами знаете, медиабизнес. Был бы повод, а интригу мы сделаем. А вы как, отдыхать или по делам? Да как вам сказать? Летим в служебную командировку. У Коли машину угнали. Поверить не могу. Да я тоже. Вот все дороги ведут туда, к вам, в Бишкек. Нехорошо. У меня есть двоюродный брат, Турсун. Занимается куплей-продажей автомобилей. Он многих знает в этом бизнесе. Если хотите, в Бишкеке я вас с ним сведу. Кстати, хорошо. Вот моя визитка. Ух ты. Да вы не только корреспондент, вы еще и политолог. Вообще-то я теолог. А журналистика – это мое оружие. Опасная у вас профессия. Ой, кто бы говорил. Это правда. Особенно, когда приходится писать о так называемых борцах за исламские права. Вот посмотрите. Хаджибек Сабиров. Кыргыз. Родился и вырос в Узбекистане. Одна из ключевых фигур узбекского движения оппозиции. Но руководителем движения УДО на самом деле является Абдулло Юсупов. А это Немат Юлдашев, его правая рука и идеолог. Оба красавца – бывшие члены команды президента Узбекистана, но ныне непримиримая оппозиция. Знакомы мне эти ребята.
И ни за какие исламские права они не борются. Их задача одна – расширить и укрепить наркотрафик в вашем регионе. А методы очень простые – шантаж путем организации терактов. Хаджи, как ты? Приветствую. Приветствую. Проходи, рад видеть. Это ловушка. Мы откажемся на время от террористической деятельности, но зато сохраним наше движение. У нас нет другого выхода. Мы должны пойти на эти условия. Недовольство президентом растет, и очень скоро его сменят. И что тогда мы скажем людям, если сейчас откажемся от борьбы? Хаджи, успокойся. Американцы оккупировали Афганистан, а русских уже не выдавишь отсюда. Чтобы бороться, надо учитывать большую политику. Только соглашение с президентом может сохранить нас. Когда мы поднимем высоко наше знамя ислама, то найдутся и деньги, и силы. Выношу вопрос на голосование. Кто за то, чтобы подписать это соглашение? Поднимите руки. Кто против? После подписания договора мы прекращаем террористические акты на территории Средней Азии от имени УДО. Мои руки в крови. Мою деятельность президент не простит, даже если простит вас. Я накладываю вето на ваше решение. Хаджи, не спеши. Сейчас поговорим. Сам понимаешь. Слушай, Урмат, а что все-таки означает бишбармак? Бишбармак вообще переводится как 5 пальцев. Надо же. Ну, раньше кочевники-кыргызы во время еды не применяли столовых приборов. Отсюда и название бишбармак. Его готовят из говядины, баранины и конины. Но самое вкусное получается из туши козла, который побывал на козлодрании. Все. Не попробовал бишбармак из отбивного козла, не уеду. Правильно, Коля, я так Болтину и передам. Хорошая идея. Ну да ладно, Лавров, давай не будем, а? У меня и так плохое настроение.
Значит, попал Кыргыз на необитаемый остров. Анекдот? Ну, и прожил там целых 25 лет. И однажды утром просыпается и видит красивую девушку на соседнем острове, которая зовет его. «Эй, Кыргыз, — говорит, — плыви сюда, я дам тебе то, что ты целых 25 лет не видел». Ну и Кыргыз бросился в воду, плывет изо всех сил и приговаривает: «Неужели бешбармак?» Дамы и господа, через несколько минут вам будет предложено горячее питание. Просим вас занять свои места, спинки кресел привести в вертикальное положение и приготовить откидные столики. Ну, неужели бешбармак, а? Да ладно! Сержант милиции Юнушалиева. Я! Младший сержант милиции Адисова. Я! 2 шага вперед шагом. Марш! Есть! Обик начальника ОБДД в кабинет. Бегом марш! Слушаем посты. Разрешите войти, товарищ полковник? Сержант Джуншалиева. Младший сержант Адисова. По вашему приказанию прибыли. Ну что с вами делать, а? Жестоко избили сотрудника милиции. Тем более старшего по званию. И тем более сына уважаемого человека в стране. Так он корочки не предъявил. И был в нетрезвом состоянии. Ну хорошо. Был он в нетрезвом состоянии. Но зачем надо было его убить? Так он же с нами как с проститутками обращался. Сколько раз вам объяснять, что существует закон, существует положение. Надо писать заявление, обращаться в милицию, то есть ко мне. Это уже 3-й случай, между прочим. Так, в общем, у меня тоже есть руководство, я вас уволил. Простите нас, товарищ полковник. Мы больше не будем. Хватит! Знаю я ваши эти женские штучки. Скажите спасибо саммиту, что людей не хватает. Поэтому я вас оставляю. Но до следующего случая еще одно самоуправство, и вы будете уволены. Бесповоротно. Спасибо, товарищ полковник. Хватит! Это не по уставу. Где взять людей для сопровождения? А тут еще 2 капитана. И не просто, а из спецотдела МВД России. Так, слушайте внимательно. Вот. Вся информация тут. Через 3 часа встретите их в аэропорту. Если начнут приставать, я вас попрошу, не бейте их. Проведите разъяснительную работу, что у нас, мол, восточная страна и прочее. В общем, все поняли. Понятно, товарищ полковник. И самое главное. Развлекать их, пока саммит не закончится? Мы что, им гейши какие-то? Лучше бы поручил нам эту машину искать. Ладно, с 3-ми и сразу в гостиницу. Пускай спят 2 дня и все. Нет, не годится. Оставим их в городе, будут соваться куда не нужно. Слушай, может их моего дяди разместим, м? Точно, он согласится? Ты же знаешь, как он меня любит. 2 дня? Да он неделю их продержит. Достопримечательности, бешбармак. Класс! Да? Алло, почему ты трубку не берешь? Я сколько раз уже звоню тебе? Что тебе нужно? Я тебе уже сказала, не звони мне больше. Все нормально? Да, нормально.
Продажные твари. Я еще с вами поквитаюсь. Алло. Хаджи? Yes. Да. Мы уже все знаем. Действуй по варианту Б. На твой счет уже положили 50 лимонов. Еще 50 лимонов на твой счет упадут после успешной операции. Аллах Акбар. Аллаху Акбар. Аллах Акбар. Дай фломастер. Забыла. Фамилии говори. Блин, тоже их в машине оставила. Ай. Ты даже фамилии их не помнишь? Не помню. Ладно. Было очень приятно. Ладно, как обустроиться, обязательно позвоните. Коль, может, это они? Девушки, а мы на капитанов не потянем? Слышь, папаша, иди своей дорогой, понял? О, а у вас что, тут все такие девушки агрессивные? Если бы не были при исполнении, я бы тебе сказала бы. Ну, во-первых, не тебе, а вам, а во-вторых, смирно. Как вы разговариваете с капитанами? А вы разве гаишники? Нам сказали, что вы спецотдела. Правильно сказали, поэтому не задавайте лишних вопросов. Виноваты, мы ваши фамилии потеряли, а то здесь мужики пристают. Просто жизни нет. Сержант Джиншалиева Джаркын. Младший сержант Салтан Тадисова. В ваше распоряжение прибыли. Ну, ладно, вольно. Как там Жаркин Салтанат? Не понял. Ладно, Зимин, по дороге в город выучишь. Пойдемте. Политсовет УДО в лице Абдуллы и Немата предали наше дело. Они предали святые идеи пророка Мухаммеда. И теперь нам выпала честь исполнить волю Аллаха и разрушить коварные планы неверных. Да благословит нас Аллах на праведный путь, и попадут души невинных в рай. Аминь. Тахира, она не взорвется? Отчего это она может взорваться? Ну мало ли, вдруг на кочке дрыхнет. Идиот, садись, поехали. Девушки, а какие у нас планы? Сегодня отдых. А завтра? А завтра еще лучший отдых. Знаете, мы бы, конечно, рады, но дело в том, что у нас всего 3 дня. Неделю назад у нас в Питере угнали машину. Вы не могли бы нам помочь? Не опережай события, а? А в программе сегодняшнего отдыха, я надеюсь, предусмотрен бешбармак? Ну, это уже как правило. Слышал, Лавров? Начинается. Дурак! Что ты забылся сейчас? Ты что делаешь? А мы что, не в городе остановимся? Девушки, осторожно! Поворачивай! Может быть, я за руль? Это приказ? Нет. Тогда разрешите, товарищ капитан, сама справлюсь. Лавров, давай без стрельбы. Топи быстро! Топи! Автомашина Е3540, немедленно остановитесь. Автомашина Е3540, немедленно остановитесь. Прижмитесь к капоту. Автомашина Е3540, немедленно остановитесь. Прижмитесь к капоту. Ага. Ничего себе. Наша бабочка тут не пролетит. Ну да.
Ештемке эмес. Номерин жаттап алдым. Кармайын. Бачагын чыгарам. Что он сказал? Что выпишет ему штраф? Лавров, у девушек твой характер. Поехали. Ой. На конно-спортивных играх будут присутствовать полномочные представители 5 стран, участников саммита. Мы нанесем удар по ипподрому и одновременно уничтожим Абдулло прямо в его логове, горнолыжной базе. Переговоры будут сорваны, единственным лидером УДО останусь я. Доложи состояние подготовки. Подготовка идет хорошо. Во-первых, то, что Шамиль уже давно работает в службе охраны правительства, помогло нам быстро спланировать эту операцию. Шамиль будет стоять у входа на ипподром и беспрепятственно пропустит всех наших людей. Но главное, проведет ветеринарную машину с тушей козла, начиненную взрывчаткой. Мансур, на первую игру вынесешь тушу козла с краю. Как только закончится первая игра, на вторую игру вынесешь тушу посередине. Запомни, это наша туша. Сделав вид, что выносишь тушу для игры, бросишь козла прямо на трибуну. Вы все будете видеть на мониторе, и в этот самый момент нажимаете на кнопку вызова. Я восхищаюсь тобой, Мансур. Все грехи твои будут прощены, и ты прямиком отправишься в рай. И пусть не дрогнет рука твоя. Во имя Аллаха Всемилостивого. Аминь. Аллах Акбар. О, приехали, родная. Надрался. Не мог потерпеть, пока гости придут. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Зимин. Здравствуйте. Ты моя золотая. Как поживаете? Ну, как там мой брат? Заходите. Заходите. Хорошо. Ага. Гиргиля. Спасибо большое. Заходите. Ух ты. О, куда? Прошу вас, дорогие гости. Туда. Спасибо. На почетное место. Спасибо. Здесь садитесь. Ой. Мне очень приятно. Это наш дом. Наш Дастархан. Очень приятно. Сейчас будем пить, потом пить будем. Давайте, Телек, давай, наливай водка. Давай, наливай. Не надо, водку не надо, мы не можем. Мы не можем. Давай. Потому что завтра у нас... Странно, русские, а водку не пьют. Прошу вас. Не заставляй гостей, пусть чаю сначала выпьют. Сейчас будем кушать бешбармак. Бешбармак? Да я всю жизнь мечтал, в Киргизию ехал, думал, бешбармак хочу попробовать. Ну что ты мелешь? Ты сначала барана зарежь, а потом будет бешбармак. А что они говорят, скажи? Они еще барана не зарезали. Пойдем. Да куда? Пойдем посмотрите. Вставайте, Пойдемте. Базак? Да тут у нас все круто. Я так не кажется. Пойдемте, дорогие гости. Ух ты. Пойдем. Вот, видите? Сейчас режем баранчика. Все, чтобы хорошо было. Николай, Серега, ради вас режем вот эту маленькую баранчику. Как говорится, умень сделаем. Умень. У нас, вот, как говорится, у нас обычай. Пусть Бог помогает, чтобы у вас было все хорошо, чтобы машина нашелся. Опомнись. Как выпьешь, сразу по-русски говоришь. Благословение дают на родном языке. Да будет мир во всем мире.
И чтоб дети наши всегда жили в согласии. И пусть гости наши благополучно вернутся домой, получив то, зачем они приехали. Все, пойдемте домой. По неофициальным данным, в этой же перестрелке был убит Хаджи Сабиров, полевой командир боевиков движения непримиримой оппозиции. Так. Алло. Здравствуйте, Люда. Извините, а вы статью еще не отправили? Угу. Да-да-да, надо еще подкорректировать. Измените начало. Да, пишите. Так. Идея построения на территории Ферганской долины исламского халифата переживает свои последние дни. Ваххабиты и хизбутовцы слагают свое оружие. Убит Хаджибек Сабиров. Недавнем прошлом один из лидеров УДО, бывший рецидивист, палач, чья биография окрашена в багровый цвет крови. Благодаря его смерти будет подписан договор с правительством Узбекистана, и на их территории воцарится мир и спокойствие. Подонок. И что же ты скажешь, стоя передо мной на коленях? Я? Дурак, найди мне Караева. Завтра он должен быть здесь. Да? Алло, я уже подъехал. Выйди, пожалуйста. Хорошо, только ненадолго. В такое позднее время с парнями встречаться. Что ты там говоришь? Да я говорю, что какой-то парень на серой Ауди, он только что салтанат увез. Да, дын-дын. Кажется, это та сволочь. О боже, украли что ли? Ну вставай же, что сидишь? Быстрее! Быстрее! Коля, вставай, кого украли? Черт, не хватало еще, чтобы кого-то украли. Сволочь, я тебя... Далеко уйти не успеем, догоним. Черт, а где ключи? Опять, Серега, опять, да? Не опять, Коля, снова! Это наверняка Камчи украл. Езжайте прямо к нему. Какая догадливая. Меня возьмите! Меня возьмите! Проходите, здравствуйте. Поздравляем с молодой невестой. Проходите в дом. Спасибо. Ну и куда едем? Едем к дому Хамча. А это куда? Хамча, пока прямо. Понял. Хамча ее бывший парень. Да. Она не любит его. А он мерзавец. Решил украсть ее. Так это кража невесты получается. Она древняя традиция. Понимаете? Понимаете? Все, да не паникуй, я тебя прошу, Нурдин. Как не паникуй? Да не паникуй ты. Если они смогут ее удержать у себя дома до утра, то ей придется стать ее женой. Да Вы понимаете? Понимаете? О чем я говорю? Да понимаем. Куда нам, направо? Туда. Туда, ага.
Здравствуй. Где моя племянница? Где Султанат? Ты что, сдурел? Остановитесь, остановитесь! Милые женщины Востока, я вас очень хорошо понимаю. Вернее, я вас не понимаю. Я знаете что? Вы украли нашу девушку. Поймите, но вы все равно ничего не понимаете. У нас своя невеста. Твой сын украл, а ты у дверей его сторожишь. Кто тебе дал право оскорблять меня и моего сына? Извините. Здрасте. Кто это? До свидания. Эй, вы что делаете? Товарищ сержант, что же вы позволяете себе украсть, а? А ну-ка пойдемте домой, дядя ждет. Вот твой Султанат. Не трясите меня. Сейчас во всем разберемся. Это не Султанат. Я же говорил. Серега, это не Султанат. Извиняйте, милая дама, ошибочка вышла. Вот тебе! Ты что делаешь, Кет? Извините. Это была моя двоюродная сестра. Мы с ней вместе выросли и до сих пор дружим. А ты подумала, прям я гуляю с ней. Да, я действительно подумала, что ты ходишь с несколькими девушками. Прости, если обидела тебя. Значит, мир? Мир. Они русские, но киргизку пришли спасать. Давайте. Ой, Рахмат. За спасать. За любовь. Рахмат. За дружбу. Давайте. Рахмат. Рахмат. Братан, оставайтесь, а? Вы же наш бешбармак еще не попробовали. У нас там свой бешбармак не ели. Давай, оставайтесь. Извините, ради бога, но у нас там свой бешбармак. Извините нас. Спасибо вам. Езжайте. Давайте. Давай. Отыр. Удачи вам. Всего хорошего. Якшанда. Езжайте. Якша. Езжайте. Пока. Пока. Айда. Айда, Иван. Давай. Жақсы кешелер екен. Просто Хотя и русские, но хорошие люди. Товарищи офицеры, есть предложение отлить? Я воздержусь. Вы как хотите. Коль, пойди сюда. Зачем? Ой. О, смотри, звезда упала. Загадывай желание. А у меня только одно желание — машину найти. А нет, два. Еще бешбармак покушать. Пойдем.
Обалдел, что ли? Ну и где мы находимся, Лавров, а? Я знаю одно, Коля, что мы находимся не в Питере. Ага. Спасибо тебе, Лавров. Ни машины, ни бешбармака, и вот это еще. Очень хорошо. Фух. Тихо, тихо. Серега, волки. Серега, Коля. Серега. Сейчас из нас будут бешбармак делать. Зимин, это ж собаки. А вы не знаете, где находится дом Нурдина? Мы хотим идти. Да, идти. В дом. В дом Нурдина. Бешбармак, ням-ням. Да. И куда? Видимо, ну, дом Нурдина где? Серега, он ничего не понимает. Ну, где? По дороге пойдете 15 километров. По тропинке срежете. Всего 5 километров. Спасибо вам большое. Пить надо меньше. Что? Че? Ты понял, что он сказал? Чон. Только это. Ну, пошли. Слушай, Коль, а зачем нам обходить этот холм? Пошли так. Так же короче. Ну, я не знаю. Пошли. А вот они и приехали. Ой, когда приехала? Как там мой брат? С ума сошел. Она же вчера еще приехала. Ты что, гостей не приглашаешь? Сам раньше них вошел. Какие гости? Мы все вместе утром приехали. Зимин, Лавров, они где? Ты с 2 русскими из России уехал на машине. Где они? Где они? Пойду спать. Скорее всего, он их оставил у Камчи. Езжайте к нему. Где 2 русских из России? Здравствуйте. Дядя Нурдин с 2 русскими приезжал? Да, приезжали. Приезжали? Да, приехали, погостили и уехали. С ним было 2 русских? Да, хорошо, погостили. Спасибо, до свидания. Чайку бы выпили. Спасибо, мы торопимся. Хотя бы хлеба отведайте. Спасибо. До свидания. Это твоя короткая дорога? Коль, ты когда в последний раз встречал рассвет, а? В 10 классе. Но и то мы тогда так нажались с ребятами, что восход пропустили. Ну вот, наверстывай упущенное. Дядя Нурдин. Дядя Нурдин. Дядя Нурдин, где наши гости? Да, товарищ полковник. Ну как там наши гости? Еще спят. Ну разбуди их. Как-то неудобно, товарищ полковник. Какие же гости? Хорошо, через 10 минут перезвоню. Ну ладно. Считай, что мы уволены.
Давай, 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 давай. Серега, я больше не могу. Коль, ты что здесь? Жить, что ли, собираешься? А если живой человек здесь еще год не появится, тогда что? Нам уже скоро, через холм, и мы дома, Коль. О, ну зачем я сюда приехал? Украли машину, и ну ее. Сейчас бы спал себе в теплой кроватке, а Люська рядом. А потом бы Люська мне яишенку с колбаской или с ветчинкой сделала. Коль. Чё? А бешбармак, а? Бешбармак нет. Вот, недаром тебе учили в школе милиции, Лавров. Умеешь слабые точки находить. Ну ладно, пошли. О. Фу. Серега. Ой, дай руку. Ой. Хоть чаю попейте. С вареньем. Вареньеден салсаңар? Рахмат. Спасибо, не хочу. Тамақтан өтпеді ғой. Что говорить? Возьми трубку, возьми. Да, товарищ полковник. Ну что, они проснулись? Да, уже проснулись. Пока не могу. Почему? В душ. Они в душе. Да. Дай кому-то из них трубку. Ну как я могу? Они же мужчины. Товарищ младший сержант, напоминаю, что вы в первую очередь на службе и должны выполнять приказ, а половые признаки будете проявлять с мужем. Слушай, товарищ полковник. Товарищ капитаны, вас полковник Сариф к телефону. Да, я капитан Зимин. Позвоню через 10 минут сам. Ничего страшного. Я на трубку повещу. О, товарищ капитаны! Ура! Что вы там кричите? Капитаны из душа вышли. Вы только проснулись, из душа вышли. Это полковник Сариф. Пожалуйста, не выдавайте, потом на все что угодно. Ладно, давайте. Капитан Лавров, слушаю. Товарищ капитан, так, тут наши сотрудники подобрали кое-какую информацию по вашей машине. Я, как положено, отправил копию в ваш отдел. Отлично. Так вот, оттуда пришла телеграмма, что в этом отделе капитанов Лаврова и Зимина не числится. Подождите, а вы по какому номеру его отправляли? Как у вас в факсе стоит? 100... Сейчас. Так, 147-94. Ну тогда понятно. У вас, наверное, последняя цифра не пропечаталась. Там у нас единица. Ладно, девушки вам информацию подвезут. Не обижайтесь, что только послезавтра начнем разработку. Занят у нас. Ну что вы, товарищ полковник, служба есть служба. Ну тогда отдыхайте. Есть отдыхать. Ой. Все? На все что угодно говорите. Ну что же, тогда мы сейчас идем в душ и едем искать Колину машину. Да. Хорошо. Чу. Здравствуйте. Вы, да? Турсун. Сергей. Очень приятно. Здравствуйте. Турсун. Николай. Эти? Вот две машины. Черная, серая.
Сейчас. Алло. Салам алейкум. Приветствую. Салам алейкум. Добрый день. Как мои друзья? Машины осматривают. Хорошо. Передай трубку кому-нибудь из них. Сейчас передам. Сергей. Урмат Пайке. Да. Приветствую вас, Сергей. Извините, что не смог подъехать. Да ничего, все нормально. Турсул нам уже помогает. Да, сегодня вечером приглашаю вас на бешбарма. Господи, уже третий будет. Как? Вас плохо слышно? Я говорю, что с удовольствием его отведаем. Да, все будет по высшему разряду. По-европейски. В ресторане на берегу Иссык-Куля. Жду вас. Хорошо, позвоните тогда. Ага, до свидания. Ну что? Это все не то. Нет. Варианты еще есть? Есть варианты, только... Что только? Вы представьтесь покупателями, а то у меня проблемы будут. Ну, ясно. И без официоза. Хорошо, без проблем. Девчат, посидите пока в машине. Ну, пошли. Мы скоро. Салам алейкум. Алейкум ассалам, брат. Сен клиенты. Твои клиенты? Да, мои. Ну, смотрите. Да это новый кузов. Это все? Все. А вчерашний? Вы немного опоздали. Пару забрали недавно. Даже не торгуюсь. А как они выглядели? Молчаливые. И? Бородатые. Ну, тогда понятно. Ясно. Спасибо. А так могу предложить Мерседес GL 450. Хозяин даже не успел покататься. Угнали. Нет, спасибо. В другой раз. Или... Счастливо. Ладно, потом увидимся. Стычка на берегу произошла. Бандитской разборки. На месте найден Лексус. Возможно, он и есть ваш. О результатах экспертизы сообщать сразу. Будет сделано. Не задерживайте. Есть. Здравствуйте. Начальник уголовного розыска полковник... Капитан Лавров. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Капитан полковник Алис. Капитан МВД России Зимин. Очень приятно. Вчера ночью здесь произошла перестрелка между людьми Хаджи и Абдулло. Только почему, непонятно. Почему произошел этот конфликт? Ведь они члены одной организации. По неофициальным данным, Хаджи и Нимат были убиты. Но их тела еще не найдены. Посмотрите, не ваша машина? Нет, это не моя машина. Нет. Нет? Здравствуй, Урмат. Это Лавров. Послушай, нужна твоя помощь. Спасибо. Итак, друзья, мы едем в ресторан. Какой ресторан? Коля, я, кажется, знаю, где твоя машина. Ну и где? Смотри, в Киргизию за последнюю неделю въехало всего 3 Лексуса из России. Так как? То, что на базаре, не твой. Этот, Коля, тоже не твой. И что получается? Что третья машина у Хаджи? Ведь вы сказали, что было куплено 2 авто какими-то бородачами. Так точно, товарищ сержант. Молодец, Болт, сглазил. Теперь будем бороться с международным терроризмом. Прошу вас. Прошу. Спасибо. Спасибо. Оп. Ну, пойдем. Прошу. Хорошо.
О, рад вас видеть в расширенном составе. Привет. Познакомься, Нардин. Наши боевые подруги, так сказать, ваши стражи ваших дорог. Ага. Очень приятно. Урмат. А может мы продолжим знакомство за столом, да? А то уже еда пришла раньше нас и скучает. Да, конечно, присаживайтесь. Прошу. Присаживайся. Ну, друзья, располагайтесь поудобнее, скоро подадут бешбармак, а пока вот салатики и напитки для мы сейчас разберемся. Разберемся сейчас тут. Ой, еще вот это. Сока? Да. Спасибо. Коля. А что? Не, можете смело кушать. Я-то нет. Чего? Да, кстати, ты нам принес информацию по Хаджи? Как обещал. Отлично. Я слышал, у вас завтра конный спортивный праздник. Верно. Начинается в 10 утра. Если хотите, переночуете. А с утра на ипподром. Хорошо. Разрешите? Попробуем. Да. Вкуснятина. Коля, оставь немного места. Не пожалеешь. Хорошо. А сейчас эта песня посвящается нашим дорогим гостям из России, Сергею Лаврову и Николаю Зимину. Спасибо. Позвольте вас пригласить. Хорошо. Прошу. Sizde eşikte çakır olacak. Beni mi? Evet sizde. А мне нравится Кыргызстан. Хороший ресторан. Салтанат, я оставлю вас на минутку, если вы не возражаете, хорошо? Хорошо, без проблем. Лавров куда-то пошел. Сейчас. Здравствуйте, вы меня звали? Серега, что случилось? Караева увезли. Сейчас бешбармак принесут. Куда ты? А никуда? Понятия не имею. Лавров, нас девочки ждут. Может, вернемся? Нет, Коля. Мне кажется, что мы уже
Приехали. Ты им лучше возьми, позвони. Ну да, ты же в своем стиле. Вышел за хлебом на минуту, вернулся через год. У тебя батарея села. Черт. Куда едем? Зачем едем? Ну, позвони со своего. У меня нету. Тут роуминг дорогой. Ну, Зимина, ну не смог я тебя из жадного гаишника на умного перевоспитать. Ой. Не смог. Конечно, конечно. Ты же сюда приехал бешбармак кушать. А машину вообще у меня угнали. Ой, достал ты меня, Лавров, со своими проповедями. Ну нахрена мы едем спасать этого Караева? Ну кто тебе этот Караев? Он тебе брат, дядя. Может, его невеста похитила? Может, у них обычай такой. Мы их сейчас догоним и опять попадем в просак. Ну и почему я должен всех спасать, а? Ты что, совсем сдурел? Выходи. Куда я пойду? Ты что? Ну тогда сиди и молчи. Открывай дверь. Серег, ну как ты будешь без оружия? Ты думаешь, их испугаешь? Коль, тебе-то какая разница? Ты силен. Оставить лапшу подсохнуть на 30 Музыку слушай. Тем временем бульон. А я пока просто Мясо немного остудить, наблюдаю. и нарезать или разобрать на небольшие кусочки. Лук 2 штуки порезать кольцами или полукольцами. Сковороде разбить снятый из бульона жир. Ладно, смотри, слюной не подавись. Пока меня не будет. Погоди, Серега, их слишком много. Ну давай вызовем подмогу, а? Коля, а чем ты будешь вызывать подмогу? Бешбармаком? Вот ты всегда такой, Лавров. Ну хорошо. Ну, Лавров, я тебе это припомню. Горячий бульон, густо посыпанный куриной зеленью. Это готово. Приятного аппетита. Каварлар. Первое информационное радио. Черт. Отто! Отто! А ну на пол! Все на пол, быстро! А мы и так все на полу. Девушки, мы уже закрываемся, счет оплатите, пожалуйста. Сейчас, минутку. Должны подойти те, кто нас пригласили сюда. Меня зовут Шарип, а моего друга Канат. Мой друг Канат хочет сделать вам подарок. Пойдемте. Скажите вашему другу Канату спасибо, и что мы его об этом не просили. Хорошего вечера. Ничего не понимаю. Ну и кавалеры. Еще и машину нашу угнали. Видимо, что-то произошло. Надо было им симки купить, хоть знали бы, где они. Ну и где же они?
Я мог бы девушек и подвезти, если они, конечно, не против. Что будем делать? Поехали к моей тете. Я вас подвезу, куда вы скажете. Хорошо. Но я вас предупреждаю. Мы вас об этом не просили. Моя тетя живет в Тоне. Тон-то тон. Но если вы не против, моего друга оставим к Ажисае, а потом вас подбросим. Ладно, если только недолго. Поехали. Капитан ГИБДД Лавров. Я что, ремень не пристегнул? Или скорость превысил? Мой адвокат хочет сказать тебе несколько слов. Я сказал несколько. Урмат Караев, ничтожный, продажный, жалкий журналист. Как ты там написал про Хаджи Сабирова? Убит палач? Как видишь, я жив. А жаль. Пока ты жив, людям спокойствия не видать. Кого ты называешь людьми? Этих жалких подонков, готовых лизать задницу любому за чашку похлебки. А ты, значит, никому задницу не лижешь ради похлебки? Чью похлебку ты сейчас отрабатываешь, а? Послушай, Хаджи, я слышал, что на Востоке даже 14-летние девочки хорошо дерутся. Ты зачем эту старушку-то приволок, а? Хорошее чувство юмора. Не хотел марать руки. Так вы, получается, друзья, да? И ты пришел его выручать? Достойный поступок, но бессмысленный, потому что умрет теперь не только он, но и ты. Но не сейчас. Перед смертью вы посмотрите салют на ипподроме. Нам пора. Судный день настал. Это что такое? А наш водитель устал. Вашей тетке мы завтра отвезем. А сейчас в сауну пойдем. А если мы откажемся? Мой водитель вас сюда принесет. Сауна так сауна. Это что такое? Я сейчас тебе. Эй! Ты куда? Мы в сауну хотим! Эй! Открой! Пусть Аллах сам рассудит. Аминь.
микрофоны установлены на ипподроме города Чолпон-Ата. Буквально через несколько минут начнется игра «Көкбөрі». А сейчас на поле появились каскадеры Федерации имени Зена Кудайбергенова. А сейчас я немного развлекусь. А тебя, скотина, я исполосую. Ты че ржешь? Ну, парень, ты попал. А ты че гонишь? Хаджи говорил, у тебя хорошее чувство юмора, да? Ну-ка, скажи что-нибудь смешное. Сдавайся лучше сам, меньше срок получишь. А Хаджи-то умный, знает, что говорит. Ну-ка, еще что-нибудь скажи. Руки вверх! Ну, как ты? Ну, что стоишь, Коля? Ну да, сейчас. Потерпи. Давай. Черт. Девчонки расстроятся. Джип. Ой. Они заложили в козла взрывчатку. Все понятно. Хаджи готовит теракт на ипподроме. Они подменят козла и взорвут его во время игры Көкбөрі. Есть. Отлично. Ну что же, поехали. И на трибуну выходят наши гости, полномочные представители стран антитеррористической коалиции. Это послы Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, России, Кыргызстане. Проводится саммит, и именно в честь наших уважаемых гостей проводится это конно-спортивное мероприятие. Уважаемые дамы и господа... Что это ты разложил несколько туш? На всякий случай, вдруг обе повредят. Ладно, выносите. Сейчас на площадку ипподрома выходит у нас команды Ужской области. Наш подарок прибыл. Уходи. Господа, сейчас начнется игра. Все мы с нетерпением ждем этого. И вот, появился судья. Судья бросает тушу козла на середину площадки. Две команды выстроились. И игра начинается. Промазался, не смог расхватить тушу козла. А этот, смотрите, уже борьба пошла. Борьба, нужно взять тушу козла и забросить, сказал ее. Есть, один зацепил. Молодец. Значит так, вы к охране. Предупредите о теракте. А ты? А мне с Хаджи побеседовать надо. Ну, конечно, ты молодец, а мы расхлебываем. Караев, пошли. Ой, он вышел вперед, но нет, сразу же блокирует. Смотрите, какой накал страстей. Вот это игра. Он не дает вырваться, но тем не менее, они дали отмашать. И вот, два. Игрока Ужской области вырывается вперед. Страхуют друг друга. Но на перехват никто не успел выйти. Они идут вперед. Смотрите, он обходит одного, второго, третьего. Ему на месте. Вот сзади поднимает.
Эй, тут кто? Эй, тут поднимись! Эй, тут кто? Нам нужно к начальству, самому главному, срочно. По какому вопросу? Жители волнуются, поддерживай болельщиков на поле. У нас опять... Ой-ой-ой, какое падение! Тут двое хотят сообщить о теракте. Караев и Зимин. Понял. Вы двое можете пройти. Генерал вас ждет. Игра продолжается. Игра продолжается. Нет, он не согласился уйти с поля. Можно быстрее? Они здесь. Сафан, пойдем быстрее. Ну, и где этот ваш генерал? Проходите, проходите. Ну, и где он? Ты что делаешь? На пол. Да сейчас здесь все взорвется. На пол, я сказал. Что? Пошли отсюда. Вы что, не понимаете, что ли? Черт. Да больно, Коля, не надо ему уже, хватит, Пошли, а то сейчас как рванет. Да их здесь полно. Вам куда? Абдулла Юсупов в какой комнате? 402-й. Итак, уважаемые дамы и господа, скоро уже финал. Смотрите, Стойте, стойте, стойте. Девочки, резко не поворачивайтесь. Видите журналиста, красавица? Вон он едет. Сможете его задержать? Зачем? Это террорист. Раз он ходит, значит, скоро будет взрыв. Какой взрыв? Обыкновенный, красивый, бабах, и все разлетится к чертовой матери. Не волнуйтесь, все сделаем. Давайте быстрее. Они организуют атаку и идут вперед. Вперед, ну смотрите, Давай быстрее, пошли. Стой, стой, Урмат. Где тут у вас Козлов складывают, а? Там. Слушай, Азат, где ты пропадал? Я вас не знаю. А я тебя везде ищу. Да пошла ты. А ну говори, где будет взрыв? Айтып отқанды түсіндің бе сен? В каком из них взрывчатка? Откуда я знаю? Я что ли туда? Ну, значит, придется увозить обоих козел. Пошли. Стой! Хаджи? Я же тебя... Сена? Это как? Итак, уважаемые дамы и господа, настает долгожданный финал. А в финале встречаются две команды. Команда Сейчас начнется вторая игра. и команда... Ну и что? Что будем делать, а? Ты забирай эту, а я поборюсь за ту, которая в игре. Давай, пошли, пошли. Неоднократно они встречались. Куда победу
Быстрее, Коля, давай! Аллах воскресил меня и отправил к тебе, чтобы направить тебя на праведный путь. Только одно условие. Если нажмешь на эту кнопку, все твои грехи будут прощены. На, бери. Уважаемые зрители, на поле творится что-то невообразимое. Известный журналист Караев вышел на поле и борется за душу козла, борется с судьей. Я не могу никак объяснить вам это. Я теряю догадках, что происходит. Вообще, что происходит на поле? Я понял, уже не только я не понимаю, но и зрители. А ну отдай. Куда вы претесь? Уходи отсюда! Рванет ли сейчас? Туши бомба! Ложитесь! Босс! Нажимай! Хаджи, ты допускаешь ошибку. Нажимай! Вот вечно я с этим Лавровым в дерьмо попадаю. У нас все получится. Не думаю. Девушка, извините, пожалуйста, можно я дам? Я дам.
Слышь, капитан, зачем тебе это все надо? Не знаю. Наверное, для того, чтобы людям спокойно жилось. Я думаю, это не получится. Я думаю, мы это еще посмотрим. Хаджи, а ты не прав. Люди будут жить спокойно. Товарищи, как много хочется сказать в этот приятный момент. Но я не буду философствовать. Я буду краток. Выражаю благодарность руководства. И поблагодарю тех, кто проявил мужество и отвагу при предотвращении теракта. За отвагу награждается сержант Джунушалиева. Выйти из строя. Есть! Товарищ полковник, для получения награды сержант Джунушалиева прибыла. Поздравляю. Служу Отечеству! А также награждается младший сержант Адисова. Выйти из строя. Есть! Товарищ полковник, младший сержант Адисова для получения награды прибыла. Поздравляю. Угу. Служу Отечеству! За доблесть и мужество награждается ценным подарком в виде автомашины Lexus капитан Зимин. Я прям не знаю. Спасибо, конечно, но очень дорогой подарок. Просто... Спасибо. Служу Отечеству! За мужество и доблесть, проявленную капитаном Лавровым при предотвращении теракта, он награждается ценным подарком в виде коня новокыргызской породы. Коня? Рад стараться. Спасибо. Служу Отечеству. Ну, нам пора.
Спасибо за все. Ну, девчонки, ну не расстраивайтесь вы. Мы будем переписываться. По интернету. Ну вот. Пока. Да, товарищ полковник. Есть, товарищ полковник. Да, Зимин, все-таки ты был прав. Лучшая награда полковника — это бишбармак. А у меня на хорошее блюдо нюх. Да, ну понятно. Ты же у нас теперь следак. Ой, нет, все, хватит. Ладно, поехали. Нет. Серега, давай-ка ты за руль, а я посплю. Понятно, мне и тебя, и... Ну, могли бы, конечно, и новую подарить. Да ладно, Коля, они тебе равную машину подарили. Прям как моя. Не, ну что ты ржешь, а? Че ты ржешь, скажи? Только что под сиденьем нашел. Это что получается? Они мне же мою машину подарили. Очень хорошо вообще. Ну, вот это подарочек, я понимаю. Да. Поехали. Коля, знаешь, что самое странное? Что? Что нас так и не разоблачили. Почему? Так полковник Сариев стал уже докапываться, что мы не из спецотдела. А, вот я испугался и умолил Корчагина прислать настоящий факс подтверждения. Слушай, ну ты зиминый авантюрист. Не ожидал. С кем поведешься, того и наберешься. Ладно, поехали. Поехали.